в программе. Я стою в пробке, Недолго музыка играла. плаваю на Бентли и пью из лома. БМП-3. Это уникальная бронемашина массой около 20 тонн. Благодаря двум водометам способна преодолевать водные преграды со скоростью 10 км в час. Впрочем, такими способностями обладает далеко не вся военная техника. Обычная река может стать серьезным препятствием на пути у войск. Но в армии есть очень быстрое решение этой проблемы. За моей спиной знаменитый танцующий Волгоградский мост. Его длина более километра, а строили его почти 13 лет. Но для военных инженеров такие сроки – непозволительная роскошь. Они умеют соединять берега всего лишь за 60 минут. И поверьте, их мосты не танцуют. Вблизи деревни Песковатка на песчаном берегу реки Дон расположился лагерь инженерных войск. На пустом месте военные за несколько дней возвели целый палаточный город. И я немного выделялся среди его жителей. Вольно выдвигаемся в район реки Дон. Первый раз я стою в строю. В ходе совершения марша скоростной режим соблюдать водителя. Командиру взвода произвести посадку личного состава, выдвинуться в исходный район. Чтобы понять, как эти ребята способны так быстро соединять берега, я внедрился во взвод инженерного батальона, которому было поручено навести понтонный мост. Стой! Дали! По машинам! Сейчас мне предстоит управлять таким многотонным грузовиком полноприводным «Урал». Вместе со мной командир взвода Максим. Привет, Максим. Привет. Ну что, в добрый путь. Сидя за рулем этого грузовика, кажется, что ты управляешь многоквартирным домом на колесах. Руль тяжелый, педали не продавливаются, никакой шумоизоляции, аудиосистемы или кондиционера. Зато без всякого труда этот здоровяк перевозит звено понтонного моста весом в 6,5 тонн. В нашей операции принимал участие целый понтонно-мостовой парк, а это 80 звеньев на автомобилях «Урал», 20 катеров на «Уралазах» и почти 250 человек личного состава, чтобы всем этим хозяйством управлять. Представляю себе, какие должны быть эмоции, если на этом Урале выбраться в город, в московские пробки. Наверное, чувствовать себя будешь мега уверенно. Можно всех подрезать. Чего он встал? Но оказалось, что застрять можно даже в таком глухом и отдаленном месте. Тем временем на берегу Дона вовсю шла подготовка к наведению моста. Прежде чем военные инженеры смогут начать сборку, необходимо захватить плацдарм на вражеском берегу и удерживать его до переброски основных сил. Сначала специальная машина ставит плотную дымовую завесу над рекой. Под ее прикрытием несколько боевых машин пехоты, со стороны напоминающие плавающие деревья, отправляются на другой берег, чтобы занять боевые позиции для огневой поддержки инженеров.
Пробки, лесные пробки. А мост нас все ждет. Ждет мост, а мы стоим. А мост ждет, а мы стоим. Там колонна, и там колонна. Куда деваться? Время шло на минуты, поэтому, как это обычно и бывает в таких ситуациях, мы решились на объезд по обочине. Здесь-то и пригодились внедорожные качества нашего транспорта. Я заметил, что у тебя висят какие-то палочки. Что это, барабанные палочки? Нет, это флажки, которыми я руковожу, чтобы все понимали, знали, что я требую от военнослужащих. Вот, по взводе у тебя сколько человек получается? 24 человека. То есть мы сейчас вот как раз этим взводом 24 человека и двигаемся. У нас впереди получается катер на Уралазе и нас 8 машин, да? Колонна из 9 машин получается. Мы сможем собрать полноценный паром. Взводный паром. И сколько времени нужно, чтобы собрать? На удовлетворитель 16 минут. На отлично 11 минут. Вот это. 24 человека. Нет. Водители в расчет не входят. Они входят только с машинами. Собирают паром. Каждое звено 2 расчета. 18 человек. 18 человек за 11 минут могут собрать паром, который сможет перевезти 4 танка. Пока батальон будет собирать ленту моста, наш взвод должен успеть собрать паром и перевести на другой берег несколько единиц бронетехники для поддержки уже имеющихся там сил. А какие-нибудь, может, интересные традиции есть? Посвящение в понтонеры. Посвящение в понтонеры? А когда оно происходит? Когда ты соберешь паром Первый раз. первый раз. Тем временем мы вплотную приблизились к линии берега. Макс отправился на командный пункт, а ко мне присоединились понтонеры моего звена. Прозвучала команда к началу операции. Занять береговые позиции. Ну вот, наконец-то мы и добрались до берега реки Дон. Только в отличие от произведения Шолохова, здесь он совсем не тихий, бежит волна. Ширина реки в этом месте 560 метров. Даже не верится, что через каких-то 60 минут здесь будет построен полноценный мост. Принцип наведения понтонного моста достаточно прост. Машины со звеньями выстраиваются вдоль берега, после чего по команде сбрасывают их в воду. Понтонеры соединяют звенья в ленту, а катеры разворачивают ее в русле реки, соединяя берега. Итак, все машины запарковались на своих местах, расчеты на улице. Осталось только спустить звено в воду. Для этого достаточно сдать назад, понтонер дернет за трос, и благодаря кинетической энергии звено само скатится в воду. Заводим автомобиль. Все не очень просто в этой машине. Сдаем назад.
речное звено. Держится на воде за счет своего водоизмещения, как обычный поплавок. Состоит оно из 4 частей и в транспортном положении выглядит как гармошка. Но при спуске на воду самостоятельно раскрывается под действием торсионов и сил плавучести, образуя таким образом понтон площадью 55 квадратных метров и грузоподъемностью около 20 тонн. По-моему, все получилось, но поехали вперед. Да, военная техника – это вам не Мерседес и не БМВ, это автомобиль Урал. Глушим мотор, и теперь самое главное – выйти и помочь понтонерам. Парни, я помогаю вам! А дальше началось то, что и называют наведением понтонного моста. Моему расчету необходимо было собрать раскрывшееся звено в жесткую конструкцию и после соединить его с соседним. Бери багор и рычаг. Вон багор, твой рычаг. Основные инструменты понтонера, кроме рук, это багор и понтонный рычаг. Багор — это длинный деревянный шест с крюком, а рычаг больше напоминает обычный лом весом килограмм 15. Такой вот нехитрый инвентарь. Первым делом необходимо накинуть петли на замки, соединяющие центральную створку звена. Понтонным рычагом. Так, вставляешь. Стой. На раз, два. Раз, два, три. Сильнее, сильнее, быстрее. После этого закрываются боковые замки. Делается это для того, чтобы звено стало жестким и имело ровную поверхность. Быстрее, 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 время. Матвей, так звали моего проводника в будни инженерных войск, старался изо всех сил, чтобы мы не выбились из графика. На все про все у нас было 11 минут, но мне было далеко до рекордов. Да что там рекордов, я не укладывался ни в какие нормативы. Берешь якорь, дальше вон туда вперед. Куда? Да, да, вперед, вперед. До конца, все, оставляй, ложи. Теперь еще поможем напарнику, соседнему звену, Так. поднять аппарель. Перепрыгивай на ту сторону. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот это называется аппарель. Это те пластины, по которым будет заезжать с берега техника. Расслабляем. В речном звене предусмотрена возможность для заезда техники. Для этого специальные металлические пластины с помощью балки и лебедки устанавливают на крайнее звено. Так, теперь опускай. Вставляем в пазы. Состыковку идем. Бери багор и отталкивайся вперед. После того, как створки звена закреплены, а аппарели установлены, необходимо соединить звенья между собой. Пока одни бойцы с помощью багров подталкивают понтоны друг к другу, другие, используя понтонный рычаг, направляют их и закрывают соединительные замки. Непростое это дело быть понтонером, я могу сказать одно. И, конечно, труд этих парней достоин уважения. Мне, как человеку неподготовленному, просто тупо физически тяжело это делать. Я вспотел, у меня отдышка. Сейчас, когда уже почти все звенья соединены, катера подцепятся к нашему понтону, развернут его перпендикулярно берегу, мы опустим аппарели, и по ним поднимется на наш паром тяжелая техника. Взводный паром состоит из 8 речных звеньев и одного берегового. Общая масса самого парома более 60 тонн, плюс немалый вес у перевозимой техники. И всей этой конструкции необходимо управлять в условиях, когда волна достигает полуметра. А теперь на водной сцене появляются катера. С их помощью мы будем управлять понтонами на воде. Перевозятся они также на автомобильном транспорте, а для того, чтобы спустить катер на воду, нужно всего лишь одно легкое движение рукой.
очень просто. БМК-225. Буксировочный моторный катер полукатамаранного типа имеет двигатель мощностью 225 лошадиных сил, который приводит в действие два винта. Они могут вращаться в обе стороны, причем независимо друг от друга. За счет этого достигается повышенная маневренность катера. За штурвалом корабля мне не доводилось сидеть ни разу, поэтому я с большим интересом отправился на борт этого судна. Сергей, привет. Здравствуйте. Рассказывай, как заводить твой корабль. Стартер, правильно? Нет, сначала включается питание, потом Питание. стартер. И стартер поворачивается. Все, мы завелись. Задний ход и добавляем оборот. Серьезная машина? Ха-ха. Тяга, что надо. У каждого корабля должно быть имя. Ты как-то называешь свою лодку? Да, Какое у нее имя? Бентли. Бентли. Всегда думал, что если я и поеду на Бентли, то я поеду по асфальту, но никогда не думал, что Бентли может плавать по рекам и уж тем более строить мосты. Вот здесь самый настоящий штурвал. Управлять катером не намного сложнее, чем автомобилем. Единственное, что количество поворотов руля вправо и влево во много раз превышает автомобильные. Сколько здесь лошадиных сил? Мы заглохли. У нас закончился бензин? Нет. Двигатель работает на соляре. Сейчас надо подкачку сделать. Будем делать подкачку. На самом деле все не так печально. У нас просто закончилась солярка. И сейчас мы подкачаем топливо в камеру сгорания и вновь поплывем. Пока мы решали возникшую проблему, возле парома нас дожидалась бронетехника. Бойцы продолжали сбрасывать звенья в воду и собирать ленту моста. Ну а мы все пытались завестись. Включаем питание. Пробуем завестись. Работает. О, Сергей, сколько набирает этот катер? 20 километров в час? Набирает 40 км в час. 40 километров в час? Ох, такая жара, что это даже было кстати. Было бы здорово отправиться на этом катере на рыбалку, но на берегу нас ждал готовый паром и уже почти собранный мост. Когда у нас будет передача о катерах, мы обязательно протестируем все возможные катера, которые только существуют в российской армии. А пока что вперед! Строить мост! Они, видно, у нас же просто заждались, пока мы с тобой там наворачивали пятаки. Ну ничего, парни, давайте, натягивайте. И мы включаем полный назад и оттягиваем понтон. Нет, мы уже переходим в руководство регулировщика. То есть он дает сигналы определенные. По флажкам. По флажкам. Катер даже не напрягается. Несмотря на то, что здесь 9 звеньев, каждая из которых весит 6,5 тонн. Это почти 60 тонн. И два небольших катерка легко передвигают такую махину по воде. Паром поворачивают перпендикулярно линии берега, и солдаты опускают аппарели.
сейчас начинается самое интересное. На наш паром заходит тяжелая гусеничная техника. В данном случае это боевая машина пехоты. Каждая машина весит тонн по 20. Но наш понтон, такое ощущение, что даже не просел в воду. Так велика его грузоподъемность. После того, как вся техника погружена, командир забирается на одну из машин и переходит к управлению паромом. Красный флажок регулировщик держит в левой руке и отдает им команды катеру слева. Белый в правой и, соответственно, катеру справа. Чем выше он поднимает флажки, тем больше оборотов должны давать катеристы. Таким нехитрым способом один человек управляет многотонным паромом. Вот и все, не нужны никакие рации, спецсредства. Два флажка, красный и белый. И все понимают и выполняют поставленную задачу быстро, качественно и надежно. То, что мы сейчас сделали, это еще не мост, это паром. Он состоит из 9 звеньев и предназначен для перевозки тяжелой техники. В нашем случае это 3 боевых машины пехоты. Но когда мы отвезем их на тот берег и вернемся обратно, оставшаяся лента моста будет уже соединена. Мы подсоединимся к ней и выстроим линию от одного берега до другого. Сейчас мы видим, как на берегу 2 бойца закрепляют якорь в грунт. Это позволит нашему парому быть зафиксированным возле берега, и техника сможет беспрепятственно на него съехать. К незнакомому берегу паром швартуют береговым звеном, а парели в нем сделаны таким образом, что обеспечивают выгрузку техники при любом угле наклона берега. Здравия. Но паромы и понтонные мосты — это не все, на что способны военные инженеры. Всего лишь за сутки до приезда нашей съемочной группы они возвели мост, который держится на винтовых сваях. Посередине моста оставлен проем, предназначенный для беспрепятственного движения судов. Его размеры таковы, что, используя 2 взводных парома, мост соединяется в единое целое в считанные минуты. Для движения гусеничной техники он не предназначен, но зато по нему на другой берег можно переправить автомобили с личным составом. По возвращению нашего парома началось соединение с основной частью моста. Это сложный и точный процесс. Нельзя допустить излома ленты, иначе вся операция будет провалена. Все, стягивай, стягивай. Давай, ну! Пошел, лови, пошел! Вот и все. Ленточный мост соединен. Состоит он из 80 звеньев, а его длина 560 метров. Буквально через несколько мгновений мы соединим 2 берега реки Дон. На ускоренной съемке это действие напоминает движение стрелки тахометра, когда нажимаешь на педаль газа. Но в действительности это самый ответственный момент. Катерам необходимо действовать очень слаженно, учитывать скорость ветра и течение реки. Сколько человек участвует в этом процессе? Сегодня задействован понтонный батальон 11-й бригады. В районе 200-250 человек здесь. 250 человек? Да. И все работают слаженно, как единый организм? Ну, как и положено в армии. Для того, чтобы стать настоящим понтонером, мало сбросить звено в воду, мало их соединить, мало построить целый понтонный мост. Есть одна традиция. Но это еще тоже не все.
Здесь должно быть 80 грамм водки. Но у нас приличная передача, поэтому здесь компот. Вот теперь я настоящий бунтарь. Теперь настоящий полдонер. Спасибо. Служите в инженерных войсках.